Как To Be Agency поженили медиа и бизнес на примере Дня Ж. Знаете, я сама придумала эту тему, но мне она не очень нравится. Я ехала в Душанбе, и было как-то внутри так неприятно, что-то неправильно, как-то криво, косо, надо объяснять. И с этим чувством я, значит, ходила вчера по городу, нам устроили небольшую экскурсию, показали залы для торжеств, для свадебных торжеств, потом мы одним глазком вечером взглянули на традиционную таджикскую свадебную церемонию, я увидела жениха, невесту, и у меня все сошлось. Вот все сошлось. Поженить можно кого угодно, а создать успешный брак, создать счастливую семью гораздо сложнее, согласитесь, и важнее. Поэтому тема моего выступления звучит совершенно по-другому. Секрет счастливого брака между медиа и бизнесом на примере Дня Ж. Поехали, давайте презентацию. Знаете, вот это все, да, вот то, что сейчас будет здесь мелькать на экране, это реальная преза, которую мы отправляем нашим коммерческим партнерам, клиентам. Отправляли в январе этого года, да, мы ее слепили. Вот. Мы таким образом ищем спонсоров, партнеров для того, чтобы они помогали нам проводить наш замечательный День Ж. И я не буду проговаривать буковки, которые здесь написаны будут. Вы просто их читайте так по ходу, чтобы понимали, как мы продаем. У нас в нашем браке невеста – это медиа, бизнес – это жених, а вот эта презентация – это инструкция такая по сватовству, как мы сватаем невесту нашему жениху бизнесу. Вот. Пока эта вся история происходит на экране, и вы ее читаете, я вам расскажу, что такое День Ж. День Ж – это ивент, корпоратив, вечеринка. Ничего особенного вроде бы, когда мы говорим людям, что такое День Ж. Ну вот тусовка. Тусовка, на которой собираются журналисты. И сделана она для журналистов и в честь профессионального праздника Дня журналистики, который проходит каждый год 28 июня в Казахстане, и его все празднуют. Так вот, секрет Дня Ж кроется в том, каким образом он, собственно говоря, появился. Это было 11 лет назад. Мы с моим братом Алексеем, с которым мы потом основали позже вот это коммуникационное агентство To Be Agency, мы работали в корпоративном пиаре. В больших структурах Леша был пиар-директором Билайна, вот Виктор с ним работал тогда, по-моему, как раз. Вот. А я работала в крупной FMCG-компании. И каждый год перед Днем журналистики, а вы понимаете, да, кто здесь пиарщики? Есть пиарщики, кстати. Пиарщики есть, поднимите хоть вот три пиарщика очень точно, которые сидят в этом зале, очень точно понимают, что главная задача для пиар-директора – это выстроить отношения между собой и журналистами, выстроить отношения с медиа, сделать так, чтобы главред радовался твоему звонку, чтобы коммерческая служба говорила, мы дадим вам скидку, да, мы сделаем там вообще, а вот это мы вообще бесплатно осветим. И, соответственно, вот в мечтах о том, как это сделать, да, каждый день мы этим занимаемся, мы такие перед Днем журналистики мучились вообще, что подарить журналистам, как, ну просто подарочек сделать какой-то, да. Дарить сувенирку скучно, делать ивенты дорого. Ну вот у меня была достаточно большая компания, у Леши тоже была большая компания, ну и бюджет все равно для Леши был большой. И мы так что-то собрались и решили, а давайте скинемся, а давай пригласим еще других пиарщиков. И мы сделали такой вот, скинулись бюджетами и организовали вечеринку для журналистов. Причем мы такие сказали, мы туда позовем только своих. Вот тех, кого мы любим, кого знаем, вот кому мы хотим выразить респект. То есть мы, пиарщики, организовали для журналистов вечеринку в качестве респекта за то, что они есть, за то, что они делают свою тяжелую работу. Я сама вышла из журналистики, я понимаю, что это такое очень хорошо. Вот. И вот эта вечеринка «Респект», она была незамысловатая. Там был живой звук, пела группа «Доллар 312», в которой Леша пел вообще, и потом она стала, собственно говоря, символом этой всей вечеринки. Мы угощали людей какими-то явствами, мы попросили нашего друга-ресторатора, чтобы он приготовил какую-то вкусную еду, и все. И люди пришли, мы ничего от них не требовали, вот просто ничего. Мы просто говорили им, наслаждайтесь. Они пришли, начали обниматься друг с другом, начали вспоминать, блин, а я тебя не видел со времен журфака, а ты где работаешь, а ты что делаешь, а у тебя как, а что у тебя в семье? Оказалось, что журналистам критически не хватает вот этого общения непрофессионального. Они встречаются на пресс-конференциях, еще где-то на ивентах, ну им некогда, им нужно сделать репортаж, им нужно написать сюжет, им нужно бежать в редакцию, тут главред, тут дедлайны, еще 4 присухи.
И вот это время, посвященное только тебе, твоим друзьям, оказалось невероятно ценным. И поехало. Я все-таки переключу всю эту историю. Да? Вот. Это короткий слайд, что было запланировано в 2025 году. И поехало. 11 лет назад это стало очень успешно. Мы получили огромное количество позитивных отзывов, и мы начали делать это каждый год 28 июня. Вот так же собирали join-stock, собирали вот эту вот корзинку денег, да, и проводили, и проводили, и проводили. А в 2022 году у нас мы с Лешей организовали собственное агентство. И мы решили, что наше To Be Agency, поскольку мы всегда делаем этот ивент, оно будет наше агентское, и мы начали делать его уже на другом индустриальном уровне. Если раньше мы проводили один ивент в Алматы к 28 июня, то с 2022 года мы проводим по 2, по 3 ивента, и в регионы заходили, и планируем это делать дальше. Параллельно, кстати, вот интересно, почему это День Ж? Да, почему День Ж? Классное название, потому что все спрашивают, а что это такое? Да? Вот бренд вот назови так, чтобы тебя спрашивали. Да? То есть еще лишний крючок в голове. Вот. На самом деле секрет простой, это просто название чата сокращенное. Да? День журналистики, а День Ж, да? Но он такой веселый. Теперь все называют это День Ж. У нас есть свой собственный классный брендинг. Вот у нас такое сердечко, если вы видите, где-то в конце. Там. Вот где-то я его там покажу. Вот. Значит, что? Что еще хочу сказать я по поводу Дня Ж? Как оно получилось, как оно появилось, я вам рассказала. Теперь чисто формально. Так. Ага. Так вот, когда я размышляла над тем, что такое, в смысле, что сделало успешным День Ж, очень простые вещи. Да? Люди его ждали, а это было про отношения между людьми и между пиарщиками и журналистами. Это про дружбу. Это про любовь и доверие, и респект, и благодарность, да, одних людей другим людям. То есть такая очень добрая штука, да, очень такая позитивная. Да. То есть люди приходят отдохнуть от того, что происходит снаружи. И когда мы даже в нашем телеграм-канале пытались постить новости, касающиеся критики того, сего, гонения на журналистов, нам писали: слушайте, давайте не будем, нам вот этого вот негатива хватает снаружи, давайте будем про что-нибудь легкое. Да? То есть у людей запрос на вот этот отдых. Да? Итак, что такое День Ж для наших журналистов? Это место, куда они приходят тогда, когда они не ходят вообще никуда. Нам говорят: мы не ходим ни на какие корпоративы, я ненавижу корпоративы, к вам на День Ж я приду, не забудьте пригласить. Это место, этот ивент, за возможность попасть на который сейчас уже бьются. И у нас негативные фидбэки: а почему вы меня не пригласили? У нас закрытые списки и личные приглашения. Да? У нас по-прежнему вот этот вот лист, который мы перепроверяем перед каждым ивентом. Там можно обнять коллег, обменяться новостями. Там нет никаких обязательств. Спонсоры, которые приходят к нам на ивент, точно знают, да, что мы не можем гарантировать, что каждый журналист про них напишет что-то. Но пишут все и с удовольствием, просто потому что никто их не заставляет. Нет обязательств, там можно себя проявить как угодно. Тематические вечеринки стали нашим… Сколько времени осталось у меня? Нормально времени осталось. Тематические вечеринки, которые мы запустили, вот, собственно говоря, с 2022 года, стали нашей фишкой. И люди такие: мы за полгода, какая будет тема следующего года? За несколько месяцев они готовят костюмы. Я потом покажу вам, вот там чуть дальше можно это видеть. Так, ну вот дальше, подождите, вот прежде чем костюм покажу, да, бренды, что получают, такие конкретные, да, там, возможность выступить, возможность себя продать, да, как-то. Но мы тут с Виктором разговаривали перед сессией, он меня мучил вообще, как нормальный бывший директор крупного агентства. А что конкретно вообще? Какую пользу ты приносишь брендам? Что получат они, какие количество просмотров и так далее, да? Вот. У нас есть формальная история, да, возможность выступить, презентовать свой бренд, у нас есть возможность делать BTL-акции, у нас есть фотозоны для больших спонсоров, и они радостно фотографируются с логотипами, и потом это во всех СМИ, во всех соцсетях завалено, да, после этого всего Дня Ж. Вот. Но при этом, при всем, это история про долгосрок и про налаживание отношений, про то, чтобы стать своим для журналистов. Да, вот мне один наш мэтр рассказывал, мэтр журналистики, оппозиционной причем, да, он пришел как-то на День Ж, и я смотрю, что-то его как загрузил какой-то чувак, стоит с ним, разговаривает, и так увлеченно беседу, увлеченно. Оказалось, что пресс-секретарь МИДа пришел, мы позвали его на эту тусовку, он пришел конкретно к этому чуваку, чтобы с ним зазнакомиться. И недавно, когда у нас был некий репутационный скандал, связанный с министром иностранных дел в стране,
этот оппозиционный журналист имел возможность прямого контакта с пресс-секретарем МИДа, и тот ему что-то конкретно говорил, и пресс-секретарь МИДа имел возможность разруливать репутационный скандал через очень влиятельного репутационного журналиста. Вот, по большому счету, value дня Ж, которая создается для брендов, да, день ото дня, там, год от года, да, там, ивент за ивентом. Итак, что я хочу сказать. И еще, там, возможность продать свой товар в одном месте веселым людям, да, продать себя, продать свой бренд. Вот. Очень хорошо для личного брендинга новый руководитель компании или выход нового бренда на рынок, да, какого-то, да, чтобы все журналисты сразу все узнали, и можно было не тратить время на то, чтобы объяснять всем за чашкой там, чая, кофе и так далее. Формально гости дня Ж у нас журналисты, они приходят, вот, все, каких мы считаем важными. Вот примерно у нас 250-300 человек, это каждый ивент. Да. В Астане чуть меньше, в Алматы чуть больше. Ну вот это вот да, заполняемость какого-либо там среднего, не банкета, а бара, да, в котором мы проводим в барах каких-то, да, всю эту историю. Журналисты, блогеры, инфлюенсеры, но поскольку это уже, по сути, одно и то же. Пиарщики, которых мы приглашаем, селективно, потому что всех пиарщиков притащить туда невозможно, их слишком много. Пиарщики, маркетологи, топ-менеджеры, пресс-секретари каких-то важных для там, ведомств и так далее. Да. Наши принципы работы: мы делаем личные приглашения и списки. Мы каждый год серьезно выбираем лучшего репортера по версии дня Ж, лучшего делового журналиста по версии дня Ж, лучшего IT-журналиста, пишущего на русском, на казахском языках. Номинации, это голосование проходит демократическим путем. Сначала выдвигают номинантов в телеграм-канале, потом выбирают жюри в телеграм-канале, где у нас люди все эти сидят, потом у нас жюри выбирает шорт-лист, потом они смотрят. В общем, многоступенчатая вся эта геморройная процедура. И на ивенте мы награждаем этих людей уникальными авторскими керамическими статуэтками, которые только к этому ивенту тематические, ценными призами, там, айфонами, еще чем-то. Вот. Короче говоря, это все происходит очень серьезно, люди гордятся, показывают, да, там, и так далее. Место, формат и проведение определяем мы, то есть агентство. У нас были случаи, когда наш потенциально очень жирный спонсор сказал: мы хотим, чтобы вы провели день Ж вот не тут, а вот Open Air, нам не нравится ваш бар, потому что там продается алкоголь, а мы хотим, чтобы вы уехали вот тут вот за город, и там Open Air, и там будет лучше. Мы сказали: нет. Они сказали: нет, да, мы платим деньги. Мы сказали: нет, мы знаем лучше, чтобы для нашей аудитории. Мы точно понимаем, что они должны в течение там, из центра города приехать в центр города в пятницу вечером, да, там, и так далее. Короче говоря, они не стали нашим спонсором, мы с ними поругались в итоге. Ну, точнее, они сказали: ладно, все, и мы вошли даже в черный список у них, они не хотят. Но это стоит того, чтобы, то есть мы понимаем, да, что нужно нашей аудитории, и мы диктуем условия, да, в эти. Кроме того, тех партнеров, которые приходят, мы их вписываем в тематику, мы делаем для них, придумываем какие-то уникальные фотозоны. У нас был генеральный спонсор Форте Банк однажды в Астане, и у них был когда слоган там типа «Форте – это сила». И мы сделали простую такую, да, я заканчиваю, простую такую пресс-стену, баннер. И на фоне этой стены мы фотографировались с надувными гирями огромными. Да? Такая простая смешная штука, да? Форте – это сила. Вот такие какие-то штуки мы встраиваем. Итак, заканчиваю я что еще? Тематические вечеринки. Сейчас я вам проведу ее там, покажу. Сейчас это как стать партнером быстро. Так, вот наши партнеры-спонсоры. Кто у нас вообще есть и регулярно там где-то 4-я часть приходит на другие ивенты. Крупнейшие бренды казахстанские, да, информ-партнеры. Вот как это бывает, да, насколько это красочная атмосфера. В общем, короче говоря, мы делаем счастливыми, всех делаем счастливыми на дне Ж. Люди там счастливы. И счастье – это основная категория, основное понятие наших ивентов. А представляете, вы продаете что-то очень счастливому человеку. И потом то, что вы продали, ассоциируется у него со счастьем. Вот, собственно говоря, фишка и магия дня Ж. Но я могу миллион слов сказать, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На самом деле у меня еще было 1,5 минуты, Виктор, да, а вот ты меня прекратил. Но я покажу ролик, у нас потом будет 1,5 минуты на вопросы. Посмотрите ролик, меня заставили его вчера сократить с 3 минут до 1,5. Организаторы сказали, что я не влезу. Да? Вот. Но это так вот коротко, атмосфера с последнего дня Ж, темой которого были лихие 90-е. Мы, когда выбираем тему, мы пытаемся попадать в тренды общественные. 90-е очень популярны почему-то стали в последние годы. И у нас аудитория оторвалась очень хорошо. Посмотрите, что мы сделали.
Так, Видимо, тематика там была не только благодарю. советская. Да, держите. Коллеги, здесь, кстати, неплохой пример именно про то, что я говорил в начале, про формирование собственного комьюнити. То есть это хорошая идея для тех, кто сейчас на рынке и желает объединить, там, скажем, маркетологов, пиарщиков, журналистов, потому что по факту любой бренд, который формирует комьюнити, да, он как бы может потом очень легко взаимодействовать на этом уровне с ребятами.